Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Стали известны подробности столкновения автомобиля МАЗ и тепловоза в Нерюнгринском районе. Напомним, водитель самосвала погиб на месте происшествия. Экстренное торможение, которое предпринял водитель тепловоза, не помогло. Он сообщил, что двигался задним ходом с угольного разреза Инаглинский на станию Чульбас. На расстоянии 15-20 метров он увидел в зеркало заднего вида внезапно появившийся самосвал на переезде и незамедлительно принял экстренное торможение. Так как расстояние между тепловозом и самосвалом не позволило избежать столкновения, он протаранил машину, стащив ее на обочину. Местом дорожно-транспортного происшествия стал железнодорожный переезд, принадлежащий железным дорогам Якутии. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель МАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель тепловоза не пострадал. Местом дорожно-транспортного происшествия является железнодорожный переезд, принадлежащий акционерному обществу «Железные дороги Якутии», оборудованный необходимыми дорожными знаками, не оборудованный видеонаблюдением. Один из пострадавших в ДТП на Намском тракте в Якутии до сих пор не вышел из комы. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили в пресс-службе Минздрава Республики. Он находится в отделении нейрохирургии с травмой головы и грудной клетки. У второго пострадавшего тяжелая черепно-мозговая травма. Состояние стабильно тяжелое. Напомним, ДТП произошло 21 апреля около часа дня на 41-м километре. Водитель УАЗа выехал на встречную полосу движения, когда слетело левое переднее колесо и совершил столкновение с автомашиной Toyota Caldina. Пострадали водитель УАЗа и 3 пассажира. Все были трезвы. В Алданском районе прокуратура защитила права работника Тампонского психоневрологического дома и интерната. Женщину незаконно уволили, но восстановили на работе. В январе 2017 года заявитель работала в государственном бюджетном учреждении республики Таммутский психоневрологический дом-интернат по срочному трудовому договору на период отсутствия основного работника до февраля 2017 года. После выхода на работу основного работника заявитель продолжал осуществлять трудовую деятельность в данном учреждении на основании приказов о переводе ее на иные должности. В марте текущего года заявителя уволили. Изложенное противоречит статье 58 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу по истечении срока действия трудового договора, условия о срочном характере трудового договора утрачивают силу и договор считается заключенным на неопределенный срок. Мужчина 12 лет скрывался от следствия после находки в лесу более 10 килограммов золота. В январе 2006 года безработный житель Усть-Майского района нашел в лесу спрятанное неизвестным природное золото весом более 10 килограмм. Мужчина незаконно перевез находку в Якутск и хранил ее в одном из своих домов. Позднее о находке он рассказал своему знакомцу, с которым договорился отвезти металл в Краснодарский край для продажи. Для этого злоумышленники наняли водителя, которому о своем плане не рассказали. Преступники купили автомобиль, в лонжероны которого спрятали золото, и передали автомобиль водителю для перегона. Однако спустя несколько дней после этого водитель потерял все документы на автомашину. Испугавшись расправы, он обратился в милицию, сотрудники которой и обнаружили спрятанное в ней золото. В результате одного из преступников задержали в том же году по горячим следам. Второй скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Недавно его поймали. В столице республики двое подростков проникли в дом и украли $500 000 рублей и 10 тысяч долларов США. Деньги они обнаружили в коробке из-под телефона. Кража произошла в районе Гресс из частного дома, когда хозяева спали. Также похищено 2 телефона. Завершилось расследование уголовного дела по обвинению работника рудника Айхал. Установлено, что при выполнении наряда задания бригадой крепильщиков при побурению шпуров произошел вывал горной массы. В результате смертельную травму получил работник 92-го года рождения, который скончался на месте. Причиной происшествия стали нарушения правил безопасности. А в социальных сетях появилось видео из Ленска, где от сильного ветра упали столбы электропередач. Между тем, в столице участились случаи краж велосипедов. С началом сезона двухколесного транспорта мы ознакомились, как хранить свой велосипед и не стать жертвой злоумышленников. Репортаж Дмитрия Тымырова. Сразу 4 велосипеда были украдены в Якутске за минувшие выходные. В центре города велосипед, который был похищен, не был пристегнут. Хозяин его оставил на крыльце, отлучившись на некоторое время.
Остальные велосипеды были похищены путем взлома тросового замка, повреждения его. Как показывает статистика, чаще всего местом совершения краж велосипедов становятся подъезды многоквартирных домов, а также общественные места. Мы встретились со столичными велосипедистами и спросили, как они охраняют свой двухколесный транспорт. Замок из троса. А дома как хранишь? Дома, ну, я в гараже храню каждый день. Ну, вот такой тросик есть. Я им креплю, но ненадолго. Впрочем, тросы не самый безопасный способ защиты велосипеда, но зато самый удобный и быстрый. Еще один способ обезопасить свой транспорт – просто оставлять его на видном месте. Ну, я в общественных местах, там, где камера, там, где через окно можно увидеть свой велосипед. Сиденье с собой ношу. Почему? Ну, потому что он вот легко снимается. И могут украсть. Да, и могут украсть. Вот он просто вот так снимается. Сын то же самое в школу, когда он ходит. Тоже на велосипеде ездит, он все время с собой сиденье таскает. Однако эти способы не остановят злоумышленников, уверены в Министерстве внутренних дел республики. Если они захотят украсть ваш велосипед, то легко обойдут все вышеперечисленные преграды. Самое главное – не терять бдительности и не экономить на безопасности. В первую очередь хотелось бы отметить, чтобы более, так сказать, внимательно относились к своему имуществу. Велосипеды старались заносить в подъезд, потому что на улице они остаются в свободном доступе. То есть человек видит, так сказать, легкую добычу, может легко подойти и использовать какие-то подручные предметы, чтобы тросовые замки сломать. Да? Люди используют некачественные тросовые замки, более качественные хотелось бы, чтобы люди использовали для сохранности своего имущества. Ну и, конечно, желательно оставлять велосипеды где-нибудь под видеонаблюдением, если таковое имеется в районе проживания. Только за прошлый год в Якутске было зафиксировано более 50 краж велосипедов. Чтобы эта статистика в этом году уменьшилась, полиция просит быть бдительными не только владельцев двухколесного транспорта, но и всех горожан. В случае, если вы стали свидетелем кражи, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. А на этом у меня все. Берегите себя.